В эфире новости спорта. Здравствуйте. Международная ассоциация продлила отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики. Решение было принято вчера на заседании в Дохе, где через 3 дня стартует чемпионат мира. Таким образом, российские спортсмены выступят на мировом первенстве под нейтральным флагом. В заявку на турнир попали 30 россиян, имеющих нейтральный статус. Напомню, членство Всероссийской Федерации легкой атлетики было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного Всемирным антидопинговым агентством. Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии FIFA. На награду также претендовал португальский форвард итальянского Ювентуса Криштиану Роналду и голландский защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк. В прошлом сезоне 32-летний Месси забил 36 голов в чемпионате Испании. Его Барселона выиграла внутреннее первенство, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила Ливерпулю. Нападающий на этом турнире стал лучшим бомбардиром, отличившись 12 раз. Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал бронзовые медали Кубка Америки. Сборная России по мини-футболу сыграла в ничью с командой Казахстана во втором матче Кубка Каспия. Турнир проходит в Астрахани. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе россиян результативный удар нанес Артем Антошкин. У казахов отличился Арнольд Кнауп. В турнирной таблице российские футболисты после 2 туров занимают второе место. На их счету 4 очка. Лидирует сборная Ирана, набравшая также 4 балла, но опережающая россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьей идет команда Азербайджана, замыкает таблицу сборная Казахстана. У обеих команд по 1 баллу. В заключительной игре турнира россияне встретятся с иранцами. Встреча пройдет 25 сентября. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Словении в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне и завершилась со счетом 1-3. Самым результативным игроком матча стал диагональный россиян Виктор Полетаев, набравший 20 очков. У словенцев самым точным оказался Тине Урнаут. В его активе 13 баллов. Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда со счетом 3-0 победу праздновали российские волейболисты. В полуфинале чемпионата сборная Словении сыграет с командой Польши, которая в своем четвертьфинальном матче со счетом 3-0 выиграла у немцев. Встреча пройдет 26 сентября. Турнир завершится 29 числа. Хоккеисты московского ЦСКА по буллитам победили Санкт-Петербургский СКА в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе армейцев дубль оформил Максим Шалунов. Победный буллит реализовал Линдон Вэй. У СКА 2 заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачев. В турнирной таблице западной конференции петербургский клуб идет на 2-й позиции, имея в активе 13 очков. ЦСКА занимает 3-е место, набрав 15 баллов. В следующем матче СКА 26 сентября на своем льду примет уфимский Салават Юлаев. Армейцы днем ранее на выезде сыграют с финским Йокеритом. Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок с бывшим чемпионом мира по 3 престижным версиям в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри. В данный момент на счету 40-летнего Поветкина 35 побед, из которых 24 нокаутом, а также 2 поражения. В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед, из которых 20 нокаутом и ни одного поражения, а также 1 ничья. Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. Существует вероятность, что проведу бой до конца года, сказал Поветкин. Якутские спортсмены завоевали 12 медалей на 2-м этапе всероссийских соревнований по национальным видам спорта в Благовещенске. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Участниками турнира стали представители Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также нашей республики. Якутяне завоевали 8 золотых медалей в национальных прыжках и прыжках через нарты. Еще 4 медали разного достоинства были записаны в актив команды в соревнованиях по бегу с палкой. Это были новости спорта. Все новости спорта к этому часу. Мы продолжаем следить за всеми событиями в жизни регионального и всероссийского спорта.